Послевоенное время Эстонской Республики было непростым. На фоне восстановления, разрушенного войной, усилились репрессии и проводились депортации. Искусство было загнано в идеологические рамки соцреализма, и любая попытка выразить свою творческую мысль как-то иначе считалась вольнодумством и могла окончиться трагически. После смерти Сталина в 1953 году ситуация стала смягчаться, и уже 4 года спустя, в 1957 году, в Москве прошел 6-й международный фестиваль молодежи и студентов, который стал культурным началом эпохи оттепели, начавшейся при Никите Хрущеве. На фестиваль были направлены Лейли Муга, Эндель Танило и другие молодые художники. Они получили возможность пообщаться и вдохновиться от встреч с иностранными молодыми художниками-абстракционистами. В фундаменте соцреализма стало появляться все больше трещин, а в эстонском изобразительном искусстве все чаще стали появляться обобщенные формы, игра красок и все более человеческие темы. В этом же году начинается строительство Тартусского дома художника, и именно с этого момента начинает формироваться целая плеяда великих деятелей, которая повлияла на развитие культурного облика Эстонии того времени. Уже в 60-е годы художники начинают объединяться, чтобы обмениваться информацией, идеями, впечатлениями, которых было не найти в официальной культуре. Так в Тарту собирается большое сообщество «Визарит» вокруг директора художественной студии Тартусского университета Калью Пеллу. А в Таллине молодые художники Tõnis Vint, Malle Leis, Jüri Arrak, Кристина Казик, Tiiu Pallo-Vaik, Enno Otsing, Tõnis Laanemaa и Aili Vint создали группу Анг-64. До сегодняшнего дня никто не даст точного определения аббревиатуры Анг-64. Каждый художник, который входил в это объединение, понимал его по-своему, и именно это и ценилось, потому что разные мнения и разные точки зрения объединились для того, чтобы создать новое эстонское искусство в 1964 году. У каждого члена этой группы имелся свой собственный почерк, однако общим для них было отказ от советской тематики и желание сформировать свою иную молодежную культуру, основанную на новых течениях мирового искусства, джаз и оп-арт. Для них стало характерным создание личных, субъективных, фантастических миров и эстетическая требовательность. В их работах стала отражаться реальная жизнь, свобода, бунтарство, оптимизм и надежда на изменения. Одним из создателей и идейных вдохновителей объединения Анг-64 стал художник-график Tõnis Vint. Будучи не только художником, но и теоретиком, Tõnis Vint создал свою философско-эстетическую систему, в которой соединил все современные художественные и культурные процессы и историю мирового искусства. Его широчайшая эрудиция охватывала древние цивилизации всех континентов, всем известные факты и малознакомые явления в истории искусства и этнографии. Целью Tõнisa Vinta стало создание некоего синтеза, универсального кода, учитывающего как знания предыдущих поколений, так и современный опыт. Malle Leis, еще будучи студенткой Государственного художественного института Эстонии, уходила от соцреализма в созерцании природы и, сосредоточившись именно на этом, впоследствии прославилась как мастер натюрморта и цветочных композиций. Ее работы выставлены в Государственной Третьяковской галерее в музеях Эстонии, США, Польши и Венгрии. Кристина Казик, также еще студентка, вошла в объединение Анг-64. По ее словам, она еще только формировалась как художник, однако уже тогда в общении с другими членами группы увлеклась метафизикой цвета, магией сочетания цветов, их вибрацией и невидимой глубиной. Разгадке этой тайны она посвятила всю свою творческую жизнь. В то время как художница-акварелист Tiiu Pallo-Vaik сосредоточилась на постижении тайны природы света. Тогда еще юная Aili Vint впоследствии выросла в глубокого эмоционального художника-мариниста, который под силу создавать не морские пейзажи, но портреты моря. Jüri Arrak, художник, имя которого входит в список 100 самых известных имен Эстонии, которого по праву считают основателем эстонского авангардизма, также в студенческие годы принимал активное участие в жизни объединения. Обучаясь специальности художник по металлу, в это время он начинает пробовать себя в живописи и прославиться в Эстонии далеко за ее пределами именно этим. Именно художников, входивших в союз Анг-64, можно перечислять еще долго, а их творчество обсуждать бесконечно. В
Студенческие годы длятся недолго. Недолго было суждено просуществовать и объединению, однако неполных 5 лет было достаточно для того, чтобы на благодатной почве взросло новое поколение молодых эстонских художников, творчеству каждого из которых следовало бы посвятить отдельный выпуск. Таких разных, но бесконечно талантливых, ярких, открытых, свободных и трудолюбивых, их по праву можно назвать золотой молодежью своего времени. Объединившись и тем самым поддерживая, вдохновляя, стимулируя друг друга, они сумели создать то, чему сегодня мы с уверенностью можем дать определение «уникальное эстонское изобразительное искусство».